Мало того, что не давали работать более 8 часов в день, так если ты еще и оставался, не дай бог, сверхурочно, то тебе насильно платили двойную зарплату. Более того, если ты не в спецовке, выданной тебе бесплатно предприятием, то могли вообще не допустить до работы. Ясное дело, что спецовки были все практически одинаковые, чтобы все было как в концлагере. Насильно профсоюзы впихивали талоны на бесплатное питание и молоко. Давали бесплатное жилье тем, кто не мог купить кооператив. Короче, издевались как хотели. Верхом цинизма, конечно, были 13-я, 14-я, а кое-где и 15-я зарплата. И если от 13-й еще можно было как-то отвертеться, попав, например, в вытрезвитель или набив кому-то морду, то отвертеться от 14-й зарплаты за выслугу лет у рабов не было ни единого шанса. В субботу и воскресенье просто наглым образом закрывали заводы, чтобы, не дай бог, кто-то не приперся на работу. Исключение составляли только предприятия с непрерывным производительным циклом. И те редкие счастливчики, которые работали на них, все же прорывались на работу в выходные дни. Кроме того, эти бесчисленные медицинские осмотры на работе, которыми проверялось, достаточно ли интенсивно эксплуатируются рабы на предприятиях, но советской власти было мало издеваться над народом на работе. Они выдавали от профсоюзной организации бесплатные путевки в дома отдыха, профилактории, туристические базы, чтобы и там продолжить свое черное дело. Уже в виде пыток, 4-разовым питанием, массажем, душем Шарко и прочими практически гестаповскими процедурами. Измученные и обессилевшие люди надеялись, что хотя бы вечером их оставят в покое. Но не тут-то было. Вечером начинались уже моральные пытки, танцы, массовик-затейник и прочие ужасы, которые сейчас нельзя даже представить. Особого упоминания достойны издевательства над детьми. Не в силах избежать своего рабского положения, они вынуждены были в школе получать бесплатные учебники, бесплатные или почти бесплатные завтраки и обеды. Мало того, что детей учили насильно, так еще и требовали, чтобы они делали домашние задания и отвечали на уроках правильно, оценивая в баллах, сколько кто розг получит после уроков. Естественно, так же, как и взрослых, летом детей тоже не оставляли в покое. Их насильно свозили в пионерлагеря, чтобы и там продолжать подвергать их пыткам. Попав в кровожадные лапы пионер-вожатых, дети были лишены таких естественных детских прав, как пить, колоться, курить, ругаться матом. Их мучили спортом, конкурсами, кормили 4 раза в день. В общем, не расскажешь всех издевательств, которым подвергались дети. И наглое, циничное советское государство еще и заставляло платить родителей за все это от 8 до 12 рублей за смену. В конце смены измученные и обессилевшие дети приезжали домой. Обожженные солнцем — это пытки на пляже. Вытянувшиеся, они, даже не взглянув на еду, бежали во двор, чтобы обменяться с друзьями мнением о том, чей лагерь был самым жестоким и невыносимым. В общем, нет прощения советскому государству за то, что пережил советский народ и советские дети. Из поста в интернете: у нас в маленьком уральском городке советская власть буквально переплюнула, в бессильной злобе, конечно, саму себя. 2 полноценных футбольных стадиона, а вообще футбольных полей было 11. Слава богу, пришла перестройка и могучая рука рынка. Они быстро привели город в порядок. Особенно тяжело в СССР приходилось наркоманам, алкоголикам, педофилам и педерастам. Они были лишены своего естественного человеческого права на трудоустройство в школы, детские сады, больницы, предприятия общественного питания, поликлиники. Уже не говоря о таком естественном человеческом праве, как пройти по улицам со своими плакатами. Их нещадно преследовали, ловили и отправляли лечиться. Но даже в этих нечеловеческих условиях жесточайшего ограничения свобод и рабства они все-таки выжили. И теперь достойно борются за свои, в прошлом нагло попиравшиеся в СССР права. Тунеядцы в СССР подвергались страшному психологическому давлению. Мало того, что была статья в УК, запрещавшая жить захребетником за чужой счет, так еще и на каждом заборе висели объявления: требуется, 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 что превращало их жизнь в одну сплошную и невыносимую пытку. Охота на тунеядцев достигала беспрецедентных масштабов. 5-7 предприятий, находящихся буквально через забор, постоянно угрожали тунеядцам списком свободных вакансий, от грузчика до технолога. Тунеядцы даже боялись соваться в эти районы, чтобы их там не заставили врасплох и не устроили на работу. Их жизнь превратилась в ад. И только после прихода демократии тунеядцы смогли наконец-то вздохнуть с облегчением.
будущем. Никто больше не интересовался, есть ли у них работа и на что, собственно, они живут. Наконец-то было реализовано их естественное человеческое право – пожить за чужой счет. Пытаясь уйти от садизма советской власти, люди оставались в глухих деревнях, надеясь, что там их минует чаша ее коварства и унижений. Но советская власть в своем извращенном садизме и там настигала свой рабский и безответный народ. Она строила в этих деревнях клубы, библиотеки, школы. А когда ей и этого оказалось мало, то спускала на своих рабов в колхозах и совхозах целую свору специально обученных псов в виде актеров, писателей, шевцов и музыкантов. Уже негде было советскому рабу спрятаться от зверств беспощадной власти. Что же говорить об образовании? Здесь, совсем ошалев от безнаказанности и в полном угаре своей мерзости, эта иезуитская советская власть давала всем своим рабам поголовно среднее образование.